2017 жылдагы президенттик шайлоодон кийин Основатель партии «Республика» Омирбек Бабанов в беседе с журналистом заявил, что ушел из политики не по причине какого-то давления со стороны власти или проигрыша, а потому что его предали, его же сопартийцы, пришедшие по его квоте. Бабанов сообщил, что шофер Ильмьянов вызывал некоторых депутатов Республики Атаджурт в кабинет генпрокурора и собирал подписи, чтобы снять его с поста лидера фракции. Я уехал отдыхать, а после этого возбудили дело по Унадыру. Тогда мне пришло предложение, чтобы я ушел из политики для стабильности в стране. Но самой главной причиной моего ухода стали мои депутаты. Это стало большим ударом для меня. Я не буду называть их имена. Речь о моих депутатах, которые пришли в парламент по моей квоте. Я не хочу называть их имена. Я согласился уйти из политики, чтобы спасти их авторитет. Я хотел сохранить партию. Партия состоит не только из этих депутатов. В партии состоят более 100 тысяч человек. После этих слов Бабанова многие пользователи соцсетей возмутились и были в недоумении, мол, о каких своих депутатах он говорит. По мнению экспертов, депутаты не принадлежат лидеру. Это обычные люди, которые ни в коем случае не могут кому-то принадлежать. Это только во-первых. А во-вторых, по мнению политиков и журналиста Шайырбека Маматтохторова, сам термин «мои депутаты» является неправильным изречением, тем более со стороны видного политика. Полностью лидеру партии, фракции или кого-то еще. Вот здесь и выявляется отношение данного господина, да, к своим соратникам, к своим сопартийцам. Видите, он говорит, мои депутаты меня предали. Что значит мои? Это же политическая партия, не знаю, они не принадлежат, они не автомобили. И это не торговый центр, это мое. Это люди. Однако обижаться на своих сопартийцев Бабанову не стоит, так как он в свое время тоже предавал и нехорошо поступал со своими единомышленниками, считают отдельные активисты. Интервью Бабанова можно объяснить как политическую игру, в которой он бегает из стороны в сторону, пытаясь найти поддержку общества или нынешней власти. Однако такими играми, по мнению гражданского общества, бывший лидер партии «Республика» не найдет поддержки ни среди своих сопартийцев, ни среди народа. Бабанов никогда не думал о народе, будучи на разных государственных должностях. Из-за того, что он думает лишь о своих интересах, он никогда не сможет стать лидером нации. Он превратил государственную должность в бизнес. В то же время ставит свой бизнес в первую очередь. Если сегодня он снова станет премьер-министром или президентом, то он может снова превратить кресло в бизнес. Напомним, что в 2017 году после президентских выборов Омирбек Бабанов покинул пост лидера фракции «Республика Атаджурт» и объявил, что уходит из политики. А в прошлом году, во время событий в Койташе, когда власть пыталась задержать Алмазбека Атамбаева, Бабанов вернулся на родину. После возвращения уже бывший политик официально сложил в себя полномочия лидера своей партии. Однако это не первый уход Омирбека Бабанова с политического поля. В 2007 году, когда был в составе оппозиционного СДПК, оказавшись под давлением властей, он также заявил о своем уходе из политики и сдал свой депутатский мандат. А теперь, после народных волнений в октябре, Координационный совет выдвигает его кандидатуру в качестве исполняющего обязанности премьер-министра. Все это говорит о том, что Бабанов относится к любой должности как к бизнесу, считают аналитики. Видите, как другие политики делают? Они сидят, гниют в тюрьмах годами, но своего не дают. Они борются за свой. И вот пример, яркий пример. Боролся, в результате пришел к власти Садыр Джапаров. А что, у него пятая точка гораздо нижнее, чем у остальных политиков? Тогда оставь политику. Занимайся бизнесом, где у тебя более способности, где ты можешь себя лучше даже реализовать. Не надо лезть в политику. Он не политик. Он так и за 10 лет, так и не состоялся как политик. Он так и остался обычным коммерсантом.
Кроме этого, специалисты уверяют, что, исходя из его интервью, которое Бабанов дал накануне, можно заметить, что он полностью поддерживает нынешнюю власть, а именно за конституционную реформу и поддерживает президентскую форму правления. А значит, если у него нет своей позиции и своих взглядов, то однозначно он не будет участвовать в президентских досрочных выборах. Более того, даже если он решит участвовать в гонке, то большая часть населения однозначно не поддержит его кандидатуру. А бабам уанда кетип калды. Мен аны колдобоймун. Бабантты мен колдобойм. Мен уанда президентке коюп атканда мен колдогом бабантты. Себеби эми жаш кадр келип атат. Жаштар ушу иштеп, жаштарды көтөрсүн деген, бирок бабам уанда кетип калды. Ошондой эч жака кетпей эл менен болуш керек болчу. До конца эл менен болуш керек болчу. Впрочем, бывший лидер партии «Республика» умело воспользовался предоставленной информационной площадкой для того, чтобы объясниться с кыргызстанцами о его решении уйти из политики. Однако поверит ли ему народ в очередной раз? Это уже другая история. Айдон Атбекова, Халыс Акибаев, Нью ТВ.